Иди на кладбище. Он не похож. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Твой триумф на арене был великолепен. Ты проявил такое великодушие, оставив жизнь в Уиспе. Могу я вам что-нибудь посоветовать? Эй! О, да! Ага! Доволен собой. Пожалуйста, помогите. Мой брат Томас ушел вперед и потерялся. Идемте со мной, я думаю, он где-то там. Идемте со мной. Он где-то в чаще. Я боюсь туда идти.
Приготовься увидеть скоро. Помогите, я заблудился! Пожалуйста, помогите. Отведите меня к брату. Вы ведь его видели, конечно. Скорей! Стэн, где ты? Мне страшно. Как же это я так по-глупому тут? Тут страшно. О, вы его нашли. Спасибо, спасибо. Вот, возьмите. Вам, пожалуй, пригодится.
Стой! Это значит, тебя к нам прислали? Но у меня к тебе дело есть. И деревенские гады атамана нашего схватили. Повесить хотят. Передай от нас весточку их главному. Скажи, мол, не отпустят атамана. Всю деревню по бревнышку раскатаем. Понял? Ну топай, времени мало. Я этого бандита из рук не выпущу. Довольно он тут пограбил. Мы его под стражей держим, там на холме у таверны. Там ему только вернуться и дружков его, подонков, перебить. Как будешь готов, скажешь стражнику, чтобы он тебе ворота открыл. А я пошел к себе в хижину. Удачи! Хочешь один на них выйти? Ну ты и правда герой. Или дурак. Ладно, пора за дело. Глянь, ворота открываются. Вот он наш шанс. Бей их, пока они атамана не освободили! Последний день живешь. Не хрень.
Ну что, могло быть и лучше, да? Надеюсь, на награду ты не рассчитываешь? Стой! Хочешь один на них выйти? Славно. Не скоро вернутся, сволочи. Ух ты! Чудесно! Ух ты! О да! Мы узнали, что Два Ножа хочет отмстить за свое унизительное поражение. За тобой охотится шайка опытных убийц. Берегись неожиданных нападений. Знаешь, ты замечательно стреляешь. Тебе следует побывать на стрельбище у Нот-Холл-Глейд. Всего хорошего. Вы гляньте-ка, кто тут. Ну, наконец-то. Теперь нам надо идти. Палач не любит, когда опаздывают. Все, держим ушки на макушке. Как будем на холм подниматься, дружки-разбойнички могут попытаться его отбить. Не впервой уже. И это, чтоб не без всяких там. Никто его пальцем тронуть не должен, кроме самого палача. Ты этого урода прикрываешь или погулять? Иди сюда. Эй, Монти, а скажи, хорошо, что мы его сегодня топориком? Думаешь? Не знаю. Разы четко спокойно. Да-да, только помнишь, что в тот раз было, когда ребята по такому же делу без героя пошли?
Вы его не освободите! Он решил сбежать! Взять его! Все, я... Ох, падла. Ладно, пошли. Слушай, пусти-ка нас первых, а? Они ведь так не сдаются! Он решил сбежать! Взять его! Все, не бей меня. Я возвращаюсь. Я больше не буду. Все, я сдаюсь. Не бей меня. Я возвращаюсь. Ох, падла. Думаю, вон в том доме еще несколько должно быть. Несколько. Там целая армия. Готовься повизжать. Вот ведь наглый гад, а! Я-то думал, перед казнью человек скромней становится. Небось, у мельницы тоже будет несколько. Давно ее пора было снести. А мне мельница нравится. Никакого от нее вреда. Если там так и будет, вы его не освободите! Не ждец. Вижу его. Нежный. Ладно, пошли. Не удивлюсь, если возле плахи нас уже поджидают. Один туда не суйся, мы пойдем вперед. Флинн, как у нас дела впереди? Пока все чисто, Монти. Только я брюхом чую, что это еще не конец. Лучше б еще другое брюхом чую. Скормова пасть, разбойники! За свободу! Ладно, пошли.
Ну что за глупость? Ворота же заперты. Можете даже и не беспокоиться, могильщик их не откроет. Засел у себя в каморке, болтает с дружком ненормальным. Хватит, я пошла. Ворота кладбища заперты. Этот придурок не хочет их открывать. Нет смысла здесь стоять, если нельзя войти. Могильщик полный урод. Нет, я иду домой. Эта скотина мне все удовольствие испортила. Отстань от меня. Отстань от... Я только хотела мамину могилку навестить. Зря время потратила, ох. Зря время. Так у тебя полный набор? Он же обалдеть сколько стоит. А то. Взломал я, значит, склеп, а они все там так и лежат. Ты бы их припрятал, пока кто другой не стащил. Да уж как-нибудь. Я их по всему кладбищу рассовал. Никто не отыщет. Даже нежить всякая, что тут бродит. Повылезла, понимаешь. Я шлем-то не успел заныкать. Ну да ничего, тут полежит. А ворота я открывать не буду, пока все не продам. Что это? Там кто-то есть, я лучше пойду. Убирайся из моего дома, попрошайка. Хорошо, я ухожу. Пойду поищу себе ночлег. О, здравствуйте. Дела гильдии, верно? Желаете пройти через ворота былого королевства? Они много сотен лет как на замке. Говорят, отпереть их мог только привратник Ностро. Но он 200 лет как помер. И тайна его с ним, значит, похоронена в его склепе. А вам, наверное, на кладбище надо. Ну, пойдемте, я вас проведу. Склеп Ностро на той стороне кладбища, на холме, за речкой. Вам непременно надо лезть ко мне в каморку. А, это старье. Мне его кто-то как-то подарил. Смотрите, нежить опять поднимается. А я говорил.
Склеп ваш на холме, в дальней части кладбища. За кладбищем, на холме. Там ваш склеп. Я... За кладбище.
Мои доспехи, шлем, мой меч и щит. Собери для меня, и путь будет открыт. Мои доспехи, шлем, мой меч и щит. Ты собрал для меня, и путь будет открыт. Итак, ты вернулся, либу его доспехи? Тогда я пропущу тебя, но будь осторожен, не заляпай меня грязными пальцами.
Ты получил новое задание. Зайди в гильдию за заданиями. Ха-ха! Найди путь к Баргейтской темнице. Вы не будете разочарованы. Герой! Хвала Аву, что ты здесь. Разбойники, которых ты искал, взяли заложников. Они побежали в чащобу. Может быть, ты их догонишь. Удачи! Я пошлю подмогу, если удастся. Говорят, за нами героя пустили. Если он нас догонит, а вы... Так что делаем ноги. Разделим. Боб, ты с этим двинешь к рыбачьей гавань. А девицу мы с Рэбом отведем к чащобному... А тут пару ребят оставим. Пошли.
пройдешь. На помощь! Герой, сюда! Давай, покажи. С нашей шайкой тебе не тягаться. Последний день живешь. Спасибо, что спас меня, герой. Но сестра моя осталась у вожака и его подручного. Я слышал, как они говорили, что поведут ее к Чащобному озеру. Иди туда, догони их. А я вернусь в Бауэрстоун. О, ты крутой герой! Но вторую заложницу атаман повел к Чащобному озеру. Тебе меня не победить, смотри! Последний шанс! Или она мертва? Ну все, попрощайся с заложницей!
Последний шанс! Или она мертва? Пощады не жди. Герой, ты самый лучший. Ты всех нас спас. Потрясающе! Еще раз спасибо, герой. Пойду в Бауэрстон, разыщу своих родных. Надеюсь, они вернулись в целости. Возьми вот это в награду.
Если я еще день тут проведу, непременно спячу. А ну-ка, стой! Погоди, как сюда спустился? Нежить! А нет!
Я же сказала, еще раз меня тронешь, и я сверну тебе шею. Подожди. Я тебя знаю. Нет, это какой-то трюк. Ты не мой сын. Этот подонок опять играет в свои игры. Но это ведь правда ты? И зачем ты, спрашивается, сюда явился? Теперь он заполучил нас обоих. Ну ладно, нам надо отсюда выбираться. Открой эту проклятую клетку. Уже недалеко, но надо спешить. Джек? Ну же, нельзя же уходить, не попрощавшись. Подонок. Твой сынок — настоящий герой, дорогая Скарлетт. Ты знаешь, что ее объявили чемпионом арены? Ты бы им так гордилась. Должно быть, это у вас семейное. Это и участь сидеть в моих маленьких милых камерах. Ты мерзкий подлец. Отпусти его. Он ничего не знает. Да, а я думаю, он знает довольно много. Я преподнес ему печать чемпиона арены, и через нее следил за каждым его шагом. С большим интересом смотрел, как он спасает всяких глупцов, встречается со своей сумасшедшей сестрой. Тереза. Да, похоже, что твоя милая дочурка тоже жива. Она все ему рассказала о мече и об этой вашей гнусной крови. А теперь, моя хорошая, ты мне расскажешь, где находится ключ. Давай, устраивайся тут поудобнее. Мы скоро за вами за всеми придем. И тогда повеселимся как следует. Ему тут понравится, да, Типс? Пойди к черту. Так, спокойно, Типс, спокойно. Побереги силы, они тебе понадобятся. Да, и не надо этих ваших магических штучек. Они тут не работают. Хозяин постарался. Эй, я тут, в соседней камере. Ты, наверное, тот, кого сегодня огнем пытали, да? Я слышал, как ты вопил всю дорогу. Тут нечего стыдиться, брат. Они свое дело знают, гады. А погоди-ка, я знаю, кто ты. Ты этот, Курощук, да? Который и арену прошел, и на главный приз наплевал во имя Уиспер. Ага, нечасто у нас такие залетают. И что ты сделал? Мэра прибил? Али кого еще? Главный надзиратель, небось, сам не свой от счастья. У него ж сегодня день рождения. Тьфу, дрянь. Каждый год вытряхивает нас из камеры, сушит на солнышке, чтоб не забывали, чего лишились. А после сует обратно. Это вам, конечно, не по доброте душевной. Нас заставляют бегать в запуски по двору, а сами ставки делают. Победителя уводят к главному в кабинет. И там... В общем, это слишком страшно, чтобы рассказывать. Но зато успеешь все там порассмотреть.
Там же не только книги да мебель. Веселей, Потров! Выходи из камеры! Пришло время забега. Постарайся нас не подвести. Кое-кто на тебя деньги поставил. Победишь, мы будем довольны. А проиграешь, пойдешь в пыточную. Забавно, да? Ха-ха-ха, забавно. Век бы слушал. Так, вы, ничтожество, мне нужна грязная гонка с толкотней под ножками. Все ясно? На старт! 3, 2, 1. Полный Шевелись, вперед! червяк уродский! Топай, топай, топай! Вынь палец из носа, гнойный! Я больше не могу. Беги, беги, мразь! Беги, беги, мразь! Вынь палец из носа, гнойный! Давай, шевелись, червяк уродский! Давай, шевелись, червяк уродский! Быстрей, быстрей! Браво! Вот и наш победитель. Охрана, проводить его ко мне. Я же сказал! Тишина! Придется начать сначала. Тюремной пташки песнь робкая. Узрей же воробья стремглавую отвагу. Как он парит над нашей темницей. Неуязвим стремит свои зигзаги. Бессильны сильные перед триумфом птицы. Так щебетал он, разевая клюв. Ты, судя по всему, не человек искусства. И мое творение не для твоих мещанских ушей. Отправляйся назад, в камеру. Добро пожаловать в свой новый дом. Пыточную камеру. Мы с тобой тут позабавимся. Да, нам будет весело. Мрак камеры поглотил разум героя. Мрак поглотил его жизнь. Еще один год прошел в заточении. Еще год пыток. Древняя благородная кровь в его жилах, сила гильдии, что они значили среди этих каменных стен? И все это время Джек из тени свободно разгуливал по Альбиону. Но героя не сломить, он обретет свободу. Сегодня особый день. И скоро ты это поймешь. Запихнем его в камеру с остальными. Так. Вот мы и снова здесь. Оставайся там, я сейчас к тебе подойду. Ты заметил, что вас в этом году меньше? Ха. Интересно, что стало с остальными? А, ты жив? Каждый год устраивается забег.
Мы должны попасть в кабинет главного. Должны заполучить этот ключ. Дивный сон вчера свидал, как надзиратель своим же языком подавился. Веселей, Потрох! Выходи из камеры! Пришло время забега. Постарайся нас не подвести. Кое-кто на тебя деньги поставил. Победишь, мы будем довольны. А проиграешь, пойдешь в пыточную. Забавно, да? Забавно. Век бы слушал. Так, правила все знают. На старт. 3, 2, 1. Это мой год. Вынь палец из носа, гнойный! Быстрей, быстрей! Быстрей, быстрей! Ты кусок дерьма, оборотня! Это, по-твоему, бегать? Давай, шевелись, червяк уродский! А ты кусок дерьма, оборотня! Сюда, черепашки отродье! Быстрей! Быстрей! Опять ты? Я вижу, ты настоящий спортсмен, да? Жду новой встречи на высшем уровне, у меня в кабинете. Охрана! Я же сказал! Тишина! Придется начать сначала. Серый лучший из цветов. Ах, серый, лучший из цветов. Он так подходит ей. Ради нее на все готов. Лишь стала бы моей. На севере живет она в сияющем краю, а я томлюсь во глубине этих проклятых гор. Поклонников в ней не счесть, вокруг так и снуют. Ты, судя по всему, не человек искусства. И мое творение не для твоих мещанских ушей. Отправляйся назад, в камеру. Надсмотрщик потерял свой ключ. Из камер никто не выйдет, пока ключ не найдется. Пытки переносятся. Эй, у него есть ключ, бежим! Выпусти меня! Эй, сейчас не время тренировки.
Все будет в порядке. Выпусти нас, мы тебе поможем. Наконец я свободен! С этими подонками. Свобода! Иди во двор. Дружище! Иди во двор. Иди во двор. Мы отвлечем охрану, а потом тоже уйдем. Пошли, пошли! Я ближе к кладбищу не пойду. Дальше этого прохода я не сунусь.
вижу, тебя хорошо обучили. Стой! Уже недалеко, но надо спешить. Уже недалеко, но надо спешить. Нежить! А не, погоди, это же тот герой. Я вижу, тебя хорошо обучили. Нарушитель! Уже недалеко, но надо спешить. Что за... Уже недалеко, но надо спешить. Нежить! А не, погоди, это же тот герой. Да я не сунусь. А ну-ка, стой! Уже недалеко, но надо спешить. Ты как сюда спустился? А ну-ка, стой! Какого черта? Взять его! Преграды связок, не волнуйся. Во мне есть жизнь. Не волнуйся. Во мне есть жизнь.
Не волнуйся. Не волнуйся. Во мне есть. С этой тварью. Уже недалеко, но надо спешить. Месть обжигала героя, и ясна была ему дальнейшая судьба. Эта тень Джека отравила всю его жизнь. Это Джек ослепил его сестру. Это Джек пленил его мать. А скоро власть станет безграничной. Я смотрю, ты в конце концов чего-то добился в жизни. Стал человеком. Но тебе еще много надо сделать. Джек подбирается к мечу.
Я это чувствую. Чтобы добыть меч, ему нужен ключ. И он знает, где его взять. Ключ спрятан в развалинах старого аббатства на Крючьем берегу. Ты должен найти его первым. У нас есть одно преимущество. Джек не знает, что ключ покажется только тому, в ком течет наша кровь. Поэтому мы должны найти твою сестру. Иначе Джек может ее использовать. Отправляйся в Черный лес и осмотри портал. Выясни, как его можно включить. Это единственный путь на Крючий берег. Но сперва у меня есть для тебя подарок. В твоей крови есть еще не пробудившаяся сила. Неплохо, правда? Отныне я смогу говорить с тобой через твой амулет. А теперь ступай. Я буду искать Терезу. Твой амулет опять активизировался. Добро пожаловать домой. Зайди в гильдию за заданиями. Ты получил новое задание. Ты должен осмотреть портал в Темнолесье. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Ах ты, маленький негодник. Чем я могу вам сегодня помочь? Настоящий...
Милорд, на нас не зашло благословение. Ой, Продолжай в том же духе. Ты должен попасть к порталу в центре Темнолесья. Чтобы открыть портал, надо насытить его душами нежити. Теперь найди разрушенное аббатство. Приятного отдыха, сэр. Убери это. А, да. Замечательный герой. Ура! Эй! Эй!
Курощуп. Кур, что ли, щупает? Крючий берег. Странное место. Ура! Ура! Наш великий и Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Послушай совет. Не ходи в тот трактир. Цены там просто грабеж средь бела дня. На Крючьем берегу творятся странные вещи. Я его боготворю, правда. Превосходно! Подходи, сыграй в монетку. Ура! Ура! Я хочу пива. Готов помочь. Трактир! Превосходно, не так ли? Приветствую, ваше высочество. Пиво, если не трудно. Да! Ура! О, да! Чудесно! Благодарю тебя. Ух ты! О, да! Чудесно! Ты вор! Ты что-то украл! Стража! Стража! Пиво, если не трудно. Подходи, сыграй в монетку.
Ого! Раньше здесь этой преграды не было. Это объясняет то, что я нашла в гильдии. Встретимся в апартаментах Мейза. Я нашла полезную книгу. Он как несбыточная мечта. Надеюсь, у вас все в порядке? Ты в пути? Здесь что-то не так. Что? Нет, нет! Твоя мать ждет тебя. Она в апартаментах Мейза.
Книга. Не забудь книгу. Твоя мать оставила для тебя задание. Скорей, приходи ко мне в комнату с картой. Могу я вам помочь? Или вы просто Уверен, вы осматриваетесь? найдете что-то себе по душе. Крючий берег? Туда больше никто не ходит. Это ужасно. Джек снова схватил твою мать. Утром мы с ней говорили. Она рассказала о мече и ключе к нему. Нельзя, чтобы Джек победил. Ты должен помешать ему добыть ключ на Крючьем берегу. Для тебя есть задание, но если ты его возьмешь, придется бросить все остальные. Оно важное. Хорошо, закончи все начатое и приходи, когда будешь готов к величайшему подвигу. Но торопись! Это ужасно. Утром нельзя для тебя... Хорошо, теперь скорее давай тавматургию. Когда окажешься у преграды в аббатстве на Крючьем берегу, я свяжусь с тобой через амулет. Если я не перепутал слова, преграда обязана рухнуть. Итак, ты получил новое задание. Что? Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Дальше зал карты. Выглядит, да, это имя тебе подходит. А вот Приятных впечатлений. Желаю приятного дня. Чем я могу вам сегодня помочь? Вы пришли по адресу.
Археолог в плену. Привет. Скорее бежим! Он за нами гонится! Нет, мы все здесь погибнем! Calistoro necusaram enoxis sum. Calistoro necasarum enoxisium. Eretore. Ты жив. Я волновался, когда ты пропал. Твоя сестра, я знаю, пришлось ее связать. Джек захватил над ней власть. Поэтому я здесь, я пытаюсь его остановить. Он лжет. Он работает на Джека. Нет, она хочет тебя запутать. Она... На это нет времени, старый ты знахарь. Совершай ритуал, Мейс. Ключ нужен мне немедленно. Я почти закончил. Ну, теперь все будет проще. Значит, ты улизнул из моей западни. Странно, что так поздно. Я надеюсь, вы не потратите слишком много своей драгоценной крови. Ключ. Долго же ты от меня прятался. Отвезти эту парочку в палату. Я скоро там буду. Удивлен? Зря, зря. Лишь недоумок встал бы на пути у Джека. Ты не победишь, малыш. Мир принадлежит Джеку. Я...
хорошо. Но это не страшно. Сделаю это сейчас. Меня Я хорошо знаю твои слабые стороны. Я был неправ. Может быть, ты сумеешь победить Джека? У тебя осталось мало времени. Он использует ключ, чтобы активировать места средоточия силы. Тогда он получит меч. И будет слишком поздно. Они хотят его остановить. Никто из них не сможет. Хочешь спросить, почему я так поступил? Наверное, потому что я старый трус. Не все готовы к смерти. Для иных из нас задача, единственная задача — избежать ее любой ценой. А я, похоже, не сумел. Герой, я жду тебя в гильдии. Теперь ты легендарный герой. Ты вернулся. Дела пошли хуже, чем я думал. Предательство у Мейза подкосило всех нас, но есть проблемы и посерьезнее. Джек пытается активировать места средоточия по всему Альбиону. Ты должен его остановить. Любой ценой. Подробнее я объясню через амулет, а сейчас вступай в портал.
Ты получил новое задание. Джека нужно остановить. Он активирует камни. По-моему, они жутко уродливые, и мне тоже неохота за них умирать. Наверное, этих надо убить первыми. Решено. Дуй по тропе, а дальше направо. Место средоточия помечено на твоей карте. Значит, Мейс не справился. Хотя все равно он бы не дожил даже до сегодняшнего вечера. Он стал слишком стар. В этот раз ты опоздал. Место средоточия активировано. Но не волнуйся, я с тобой еще не закончил. Похоже, все, что он хотел, он уже сделал, но портал еще открыт. Ступай за ним, а я останусь. Покажу им, кто такая Брайер Роуз. Джек, у места средоточия учащенного озера. Не думал, что ты сюда доберешься. Тебе за мной не угнаться. Как тебе нравится мой новый мир? А ведь это лишь тень будущего величия, мой мальчик. Осталось всего парочка. Джек, у места средоточия в пещере Хоббл.
Ты. Тебе привет от Леди Грей, пацан. Я перебил их целую толпу, но у меня уже не осталось сил. Джек творит какой-то ритуал в центре пещеры. Я помогу тебе туда добраться. Осталось последнее. Тебе нечего мне противопоставить. А теперь меня ожидают твоя плоть и кровь. Будь он проклят! Опоздали! Он уже на холме палача. Туда же идут и все остальные. Ступай за ним. Я же без сил. Мне нужно отдохнуть. Джек добрался до места средоточия на висельном холме. Останови его! Милая Скарлетт. Надеюсь, в ее иссохших жилах еще осталась какая-то кровь. Хотя смотрите-ка, пополнение прибыло. Ты готов увидеть, как пылает твоя гильдия? Не позволяй ему. Джек сделал это. Он активировал их всех. Ты должен попасть в палату судеб. Ты получил новое задание. Мы ничего не могли поделать. Он так силен, так силен. У него твоя мать и сестра. Если кто-нибудь из них погибнет, помоги нам всем, Або. Останови его, сынок, ради всех нас. Что ты здесь делаешь? Иди в палату судеб и останови Джека.
Что за трогательная встреча? Мать, сын, дочь и меч. Не хватает только одного. Осталась только твоя кровь, и тогда я спалю этот мир. Вот и выбор. Помнишь, я давным-давно говорила? Убей меня мечом вечности, и обретешь могущество, о котором Джек не мог и помыслить. Или брось меч в водоворот, и тьма его сгинет навеки. Так что же ты сделаешь, братик? Они оба там, где им место, в небытии. А мне пора найти свое место. Оно не здесь, я знаю. Герой одержал верх над Джеком из тени и отказался от темной власти меча. Когда он вышел на свет, толпа выкрикивала его имя. Он шествовал, подобно живой легенде. Шли месяцы,
Гильдия возрождалась, стены ее были отстроены заново, порядок был восстановлен. Терезе было тяжелее. Стремясь исцелить боль от страшных ран, изуродовавших ее душу, она удалилась в дальние края. Прошел год. Избавленный от власти Джека Альбион постепенно ожил, и величайший из всех героев наконец смог обрести покой. Прости, что я тебя отвлекаю, но мы получили весть от жнеца, одного из старейших героев. Он давно покинул гильдию и сгинул в северных пустошах, но теперь... Хотя, пожалуй, отправляйся лучше к помосту у ворот гильдии, сам все и увидишь. Зайди в гильдию за заданиями. Ты получил новое задание. Многие погибли. Я полагаю, что эти создания, что это призывающие. Здесь потерпел я неудачу. Я попытаюсь сдержать их на пути к материку. Но мне нужна помощь. Сильнейший из вас пусть предстанет у врат за помостом. Сердце огня сокрыто за ними. Лишь избранному дано будет узреть пророков. Сила сердца сможет призвать корабль-призрак, но поспешите, пока все не... Жнец? Жнец! Вот так всегда. Скорм. Утром врата ожили, но никого из нас так и не впустили. Говорят, мол, мы все недостойны. Решать тебе, герой. Ты одолел Джека в честном бою, если она и тебя не пропустит. Он дело говорит. Займусь-ка я своим исконным ремеслом, да покопаюсь в книгах. Нужно выяснить, что это еще за призывающие. Ну, с Богом. Тише! Сейчас начнется. Чудесно! Пророки Старого Королевства томятся за этими вратами, самыми древними из всех врат. Они сторожат сердце огня. Сердце — мощный артефакт, служивший для призыва кораблей, давно уже сгинувших в морской пучине. А раньше с помощью сердца жители королевства могли достичь любого из концов света. Его законное место в маяке на Крючьем берегу. Если ты вернешь его туда, оно сможет призвать судно, которое отвезет тебя к северным пустошам. Тише! Пророки Старого Королевства томятся за этими врата. Сердце его Пророки сердца огня ждут тебя за вратами. Ты принес маску Джека из тени. Пророки предсказали приход столь легендарного героя. Появление призывающих в северных пустошах — знак новой угрозы, нависшей над всем живым. Мы давно ожидали этого знамения. За моими стенами сокрыто огненное сердце. Ты будешь говорить с пророками, что стерегут его. Ты можешь войти, но бойся огненного сердца. Многих оно сожгло. Вы не будете разочарованы. Мы пророки огненного сердца.
Судьба привела тебя к нам, герой. Зверь восстает на севере. Остановит его лишь тот, кто добудет сердце. Его тайная сила поведет тебя через море. Там ты столкнешься с таким злом, что даже смерть не идет с ним ни в какое сравнение. Да елки-шапалки, скажи ему просто, чтобы нас выпустил. Да-да, я как раз к этому подхожу. Чтобы получить огненное сердце, тебе надо решить загадку дня и ночи. И тогда мы получим свободу. Взгляни вот на эту доску. Всякий раз, когда все луны будут обращаться в солнце, один из нас будет получать свободу. Но заполни доску лунами, и один из нас умрет. Тогда тебе не получить огненное сердце. Что? Ты сказал, что он его получит, даже если все мы погибнем? Я слышал? Тихо ты, недоумок. Смотри, все очень просто. Решаешь головоломку, получаешь сердце, а мы свободу. И все довольны. Идет? Ты хорошо начал. А он неплох. Спасибо, герой. Береги сердце. Так хочется свободы. С месяца на солнце? Хорошо. Солнышко, солнышко! О, что случилось? Свет такой красивый! Я здесь, матушка! Теперь освободи меня и проси, чего хочешь. Правильно, продолжай. Почти готов. Скорей, осталось мало времени. Свобода! Что, съела вечное заточение? Ты мудр и благороден, герой. Ах, как благородно! Ты настоящий джентльмен. И я присоединяюсь к своим товарищам. Ура! Хорошо, только не напутай. Вот так, солнце. Теперь продолжай. Ну же, не останавливайся. Эй, а ты не такой уж и злодей. Надо будет тебе открытку прислать. Ты добыл огненное сердце. Прекрасно. Я знал, что ты справишься. Бьюсь об заклад. Пророки тоже не дураки пошутить. Тебе всегда достается самое веселое. А я тут занялась изучением этих самых призывающих и начинаю думать, что выбрасывать меч вечности была не самая лучшая идея. Скверные твари. Хотя теперь уже ничего не поделаешь. Может и нет. Конечно, это всего лишь легенда, но сотни лет ходят слухи о том, что где-то в гильдии спрятано мощное оружие, в котором заключена сила всех героев, упокоенных здесь.
Правда, в последнее время никто этим не интересовался, кроме Мейза. Он-то был одержим поисками. И мы теперь знаем, почему. Осмотри его башню, может быть, выяснишь что-нибудь. Но не забудь, обязательно нужно поместить огненное сердце в маяк на Крючьем берегу. Оно призовет корабль, который отвезет тебя в северные пустоши. Удачи, герой! Ты получил новое задание. Ты должен поместить сердце в маяк. Мы видим, что ты чист сердцем и пожертвовал великой властью ради блага нашего мира. Мы нашли тебя достойным героем, да поразит слеза Ава в твоих руках силы зла.
Благодаря тебе Тереза осталась жить. Я думала только 2 слова. Готовь кольца. Ура! Приятных Не впечатлений понимаю. от визита Вообще, сюда. это не очень любезно. Сэр, мы очень вам рады. Нормально. Просто... Сэр, мы очень вам рады. Какой Милорд, на нас не зашло благословение. Меня переполняет чувство. Это прелесть. Мне нужно обручальное кольцо. Ну почему он не женился на мне? Не вижу в этом ничего смешного. 2 слова. Готовь кольца. У меня просто нет слов. Да! Ура! Эй! Мы даже могли бы купить дом. Да! Уху! Ура! Хорошо вы... здравствуй, любимый. Пошли. Да! Хорошо выглядишь. Хорошие что. Перчатки тебе идут. Мне нравится это. О, какая красота! Мне нравится эта обувь. Чудесно! Я так с тобой счастлив. Пошли. Туда и отправлюсь. Я тебя люблю. Я тебя очень люблю. Я такая счастливая. Я тебя люблю. Здравствуй, любимый. Привет, мой любимый. Давай-ка запрыгнем в кровать. Я собираюсь отойти ко сну. Ты со мной?
О-ля-ля. О-ля-ля. Это было превосходно. Стоять. Спасибо, герой. Было здорово. Для тебя, милый. Любовь. Чудесно. Ура! Эй! Нормально. Приятного дня. Ура! Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Пошли. Пошли. А, герой, я ожидал тебя. Как видишь, жителей вывезли по приказу главы гильдии. Что-то серьезное, а? Да, не просто было так быстро всех отсюда повывести. Но на то мы и стража. И не в таких передрягах бывали, скажу я тебе. Хотя сейчас, наверное, не время для болтовни. Оставляю все на тебя. Удачи. Я так поняла, что сердце огня на месте? Чудно. Жди меня внизу. Корабль появится, как только энергия сердца достигнет максимума. Какого черта?
Призывающий! Он пытается разрушить сердце! Мы должны его защитить! Его надо остановить, пока он не разрушил сердце! Пора за дело! Твари! Огненное сердце в опасности! Новые призывающие. И сердце еще не вошло в полную силу. Вперед! У нас гости. Вот и твой транспорт. Выглядит уютненько. Когда ты достигнешь северных пустошей, твой амулет активирует местные телепорты. Вообще-то жнец и сам бы мог это проделать, если бы не избавился от своего амулета еще до прибытия. Видать, не хотел, чтобы Мейс пронюхал о его планах. Что ж, 7 футов под килем. Когда встретимся снова, может, поиграем в снежки? И странный безмолвный корабль взял курс на безбрежную зыбь. День за днем резал он волны, следуя своему курсу неумолимо, как и положено призраку. Пробил час, и ледяные пики прорезали дымку, окутывавшую горизонт. То были берега затерянной бухты, за которыми простирались северные пустоши. С прибытием в северные пустоши. Я уже боялся, что ты потерялся. Меня зовут Жнец. Хотя стараниями Мейза давно забыто имя это в гильдии. Прошу прощения, что не встречаю тебя лично. Я должен оставаться в этой деревне, дабы защитить ее от призывающих. Ужасны твари сии. Но весь их ужас не более чем тень той великой силы, что пробудилась в этих краях. Встретимся на севере, в Белогорье. Там я поведаю тебе все. Затем мы обратимся к древнему оракулу этого места. Молю богов, чтобы нам удалось его пробудить. Он один способен нам помочь. Ты получил новое задание. Эй, алтари заработали? Отлично. Я поболтаю со жнецом, а потом осмотрюсь тут. Еще увидимся.
Ха-ха! Я вижу, ты разобрался с боевым... Позволено войти в эти врата.
Вот ты где! Ну, как прошел круиз? Мне как-то больше по душе телепортация. Хорошо, что твой амулет активировал местные телепорты. Я тут побегала и отыскала вон те камни. По-моему, их стоит изучить. Руны, видишь? Я возвращаюсь в гильдию, попробую их перевести. А ты ступай в Белогорье и поговори со жнецом. Он ждет тебя. Пока. Добро пожаловать в Белогорье. Пойдем прогуляемся. Как добрался? Призывающие достигли Крючьего берега. Значит, времени осталось совсем мало. Мне нужно многое тебе рассказать. Я прибыл сюда много лет назад, когда гильдия сочла, что Джек из тени в поисках меча может обратиться к Белогорскому оракулу. Теперь мудрость понадобилась нам самим. Чтобы обратиться к оракулу, нам понадобятся вопросительные знаки. В правлении Архона 4 магов укрыли их в Некрополе, обиталище призраков. Я сообщу стражникам Некрополя, чтоб тебя пропустили.